нахожу верных друзей. Я себе по всему свету и вот стал уже взрослее. И увидел всю планету, до сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать. Научиться танцам, песням, ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр, самый сильный из батыров. Древний миф Уральских гор расскажу я всему миру. И потому я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenем. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenем. Хаумагыз, хөрмәтле дуслар. Башкорт телен өйрәнәм проектының сираттагы саралышын башлайбыз. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Алладин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галли. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Селестин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. Күрүгезсә, без асык дәресләребезнең сериясын дәвам итәбез. Һәм дә бүгенге кунагыбыз белән танышып китәйек. Газиз Юсупов, Башкортстан хөкүмәтенең матбугат хезмәте эшмәкәре. Безнең проектты тәү баштан карыйсызмы? Иң баштан ук был проект әле социаль селтәрдә Вячеслав башлаганыгыз вакыттан бирле күзәтеп барам. Һәм әлбәттә бөтен уңышларыгызны күрәм. Бик шәп барагыз. Рәхмәт. Хәзер проекттың иң нәфис һөҗүмтәһе дип әйтәбез инде. Нитиклем без башкортча һөйләй алабыз дигән сорауга җавап бирер өчен һезгә һүз бирәбез. Башкортча хәрефтәр беләм, хузар яза беләм. Әмма әле бик насар һөйләшәм. Грамматик яктан бар һүзләре аңлашыла дип уйлайм. Насар дигәне урысча плохо, бик насар дип әйтһәң. Урысчага ничек дип тәрҗемә ителә? Как переведете бик насар на русский язык? Очень плохо. Ягъни бик дип әйтһәң, ул очень дигәнне аңлата. Был кисәксә, частица. Был кисәксә һәр вакыт басымлы, всегда под ударением. Һезнең интонациягызга караганда мин дә шуга игътибар иттем. Һез ул басымды куйгайныгыз. Ягъни бик насар һөйләшәм дип әйттегез. Күп насар или бик насар? Бик насар. Это очень плохо. Очень плохо. А күп? Так не говорят. Куб это просто много. Күп много, а Да. бик тоже много, да? Бик это очень. Ник етеп. Нык Ник етеп. тоже очень. И отдельно как прилагательное еще может быть сильный. Нык. Это либо очень, либо сильный. Опять же, если нык это частица, то она ударная. И убирать ее из потока речи мы просто не имеем права. Лишнее ударение нам не помешает. Я думаю, все освоились с мелодикой языка. Телдің мелодикаһын барыгыз да беләһегез дип ышанам. Хәзер Селестин берәйне әйтеп карады. Селестимдин башым буталды, килимдарзин тәре күп булды. Һиңа һәр вакыт ярдәм итәргә әзермен. Менә һиңа ничек тоела? Башкорт теле авырмы, еңелме? Честно, еңел түгел.
Мына Тимур бей, һеҙҙең иң яратҡан тема ниндәй булды теорияның? Мне понравилось начальные наши занятия. С каждым занятием нашим теория становилась все интереснее и интереснее. Несмотря на то, что она сложная, и со всем этим надо как-то было разбираться. И до сих пор в своей голове я все это разбираю, укладываю по полочкам. Но сказать, что какое-то занятие было неинтересным, я так не могу. Харберхе, узенсе, казак. Аладдин бей, белеүемсә, һеҙ Урал батыр эпосын тәржемә итеп бөттөгөҙ башҡорт теленән Азербайжан теленә. Беҙҙең дәрестәребеҙ һеҙгә ни тиклем ярҙам итте? Min Başkort tilin aybət öyrənəm. Ural Batır Kubayrın tərcümə etdim. Bitirmədim. İşgərtəm Başkort tilin öyrənəm proyekti minə yardım iter. Ярай, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Borondan keşe madar bulmağan, kilep ayak basmağan, u tirələ koro yer barlığın hisken belməgən, dürt yağın dingez uratkan. Bulğan ti ber urun, anda bulğan ti boron, yəmbirdə tigən kart mən, yəmbikə tigən ber karsıq. Min Hasan bul hüzləri okudum. Abdurağan bulup kaldım. Baktihan Başkort halkının üzerinin adam hem havahı var. Adamı yembirde, havahı yembike. Tora bara ul ikey, iki ullu bulgandar. Şülgen bulgan oluhu, Ural bulgan kesehi. Büten keşe kürmeyse tik yaşagan dürtehi. Baktihan Başkort halkının üzünün kabili hem habili var. Kayın Şülcan hem habili Ural. Atan bezge tanrılar yardım itti. Belekay hin atandan kot yığan hin esenden höt imgen. Baktihan Başkort halkının üzerinin Tanrı'yı borumda. Min yıl elekten Başkortlar İslam dinini kabul ite. Min yıl elekten ular Allah'a Tanrı tiyip öngeçler Başkort halkının özünün borunğu dini var Baktihan. Әлбиттә, башҡорт халҡы ысынлап бик боронғо, ижады бик төплө, күп төрлө ижады бар бит инде. Әлбиттә, уның телен генә түгел, мәҙәниәтен, әҙәбиәтен, тарихын мотлаҡ белер кәрәк. Рәхмәт сүҙҙәрегеҙгә. Ғазиз ағай, тәүге тәэҫирегеҙ ниндәй? Бының һымаҡ курстар донъяла, ғөмүмән 20-нче быуаттың аҙағында бигерәк тә яңы телдәр өйрәнеүгә ынтылыш күбәйә башланы. Мәҫәлән, Германияла төрк теле курстары асылды. Әле Қазақстанда ныҡ итеп ҡаҙаҡ телен өйрәнәләр кешеләр. Сөнки кешенең шундай үҙенең көнкүреш горизонттарын киңәйтеү ихтыяжы бар. Шул йүнәлештә һеҙҙең курстарығыҙ бик файҙалы. Икенсе яҡтан, әлбиттә, был республикала 60% был телде аңлаған, был телде һөйләшкән кешеләр булараҡ, был курстарҙың практик яғы ла бик әһәмиәтле, бик мөһим. Я скажу методику Вячеслава несколько слов просто. Разрешите? Пожалуйста. Я когда поехал в Нефтекамск, созванивался с преподавателями БГУ, Нефтекамский филиал. Я думал, что они сейчас меня будут хвалить, ты учишься башкирский язык. Они начали Вячеслава хвалить. Они вообще удивились. У него свой метод, это настолько им понравилось, они говорят, что мы теперь будем по его методу будем изучать. Они уже пишут это на диске, это учу башкирский язык, и они хотят уже учить своих учеников по вашему методологии. И знаете, наша передача приобрела действительно большой общественный резонанс. А с вами, как участниками проекта, обратная связь хоть в каком-то виде осуществляется? Со мной, да. Я каждый день иду по университету, и кто-нибудь идет и говорит: «Халмахагыл». А раньше такого не было. Те друзья, которые знают, и которым даже я не говорил про это, что участвую в проекте, пишут, звонят, удивляются. Селестин, мне известно, что ты довольно популярный в городе шоумен. А твое участие в проекте «Учи башкирский язык» на твою карьеру как-то повлияло?
Еще как повлиял. Вот, ну, вообще раньше, даже когда я еще не включал в это в проекты, я уже попытался, ну, некоторые слова, как вот эти, которые обычные, которые вот эти, хаум, ядерный секс, все такое, ну, которые обычный разговорник, ну, чтобы там, когда на шоу, надо, может, там Зур Рахмат, это очень хорошо, чтобы люди знали, что вот я как-нибудь слова знаю. А сейчас, когда включали вот эти проекты, ну, правда, буквально вчера незнакомые мне звонили. Я говорю, это кто это? Ну, сказали, что вы меня не знаете, но я вас знаю. Вам показывают по телевизору, что учу башкирский. Молодец. И где я работаю, ну, где подрабатываю, смотрит вести, особенно вот эти проекты учу башкирский язык. И каждый раз они уже сейчас на башкирском питают меня вот это разговаривать. Ну, одна женщина подошла, сказала, что Селестин, ты большой молодец, если чем-то могу помочь, я готова тебе помочь. Я готова. Спасибо, Рахмат. Ты умеешь сказать, я подойду на башкирском, мин хезге кирип сыгырмын или инеп сыгырмын. Какое это время? Инеп сыгырмын? Будущее. Будущее какое? Не категорично. Келя Горауга Кусябед. Переходим к следующему вопросу. Как, по вашему мнению, нужно изучать язык? Рухсат итагид мина русайтайм. В конце 20 века во всем мире увеличилось желание людей изучать какой-то еще один язык. И не обязательно это какой-то популярный язык, английский или немецкий. Любой язык именно для того, чтобы расширить свой кругозор, расширить свои возможности для общения. И я считаю, что нынешняя программа является как раз продолжением этого общемирового тренда. И очень рад, что Вячеслав умело ее подхватил. Причем здесь использованы наиболее успешные методики, успешные приемы преподавания языка. Например, в 6 уроках преподать основную теорию, самую базовую, самую необходимую. Это очень хорошо для того, чтобы уже дальше на этом базисе нарабатывать практический опыт общения. Такие курсы среди тюркских языков очень популярны. Например, в Германии очень популярны курсы турецкого языка. То, как мы с вами изучаем здесь язык, научило вас как-то по-другому думать? Ну да, эта программа приучила меня систематизировать мысли. Как бы вот я сказала, вот так вот я начинаю думать уже, да? И иногда иду и думаю, как бы я это сказала по-башкирски. А раньше таких мыслей вообще никогда в голове не было. Ага, ну то есть какая-то определенная польза есть. Аладдин Бей, что вы скажете? Я в 92 году попытался переводить книгу Иванова «Как стать экстрасенсом». Там есть такое заглавие «Творческая воля абсолюта». Я взял абсолют, переводил, получилось мутляк, то есть арабское слово. Арабское. Да. А воля – это ирада, опять арабское слово. Я не смог осознать, понять. Я и бросил в сторону. Это прошло уже 20 лет. Так? Потому что когда ты не можешь осознать и переводить, это же очень тяжело. Я понимаю, что такое мутляк, но еще осознать. А недавно вот это вышло 5 том академический словарь башкирского языка под редакцией Хсаматтиновой. Там вдруг я думал, сейчас посмотрю абсолют, как переводили на башкирский язык. Я открываю, смотрю, переводили как тулы, то есть полный. И я удивился, почему. Мы же из истории там, философии знаем, что всегда же был спор, это пустота существует или не существует. То есть Демокрит что сказал, что атомы, как это, витаются там в воздухе, потом они объединяются, потом крючочки какие-то висят, они соединяются. То есть пустота и атомы, правильно? Да. А в тибетском тантризме говорят, что пустота – это шуната, она есть, то есть шуната, но она полной. То есть пустота есть, но она полной. Вот этот спор, мне кажется, что башкиры вот это, решили с одним словом тулы. Когда есть тулы, там же пустое место не может быть, правильно? Правильно. Вообще не могло быть. Вот это они как переводили вот это абсолютно тулы, я удивился вообще. Это решили философские. Вот вы же сказали, что это язык философии. На самом деле это так. Просто надо изучать этот язык. Надо изучать. Совершенно верно. Вот сейчас бытует такое мнение, что башкирский язык никому не нужен, практического смысла в нем нет. Да и сложный он, и неинтересный, и такой сякой немазанный сухой. Вот, Тимур Бей, изучив
теорию по нашему с вами методу и продолжая говорить на языке в практическом плане, вы сможете согласиться с этим утверждением? Нет, конечно. Вообще, по определению, любой язык любой нации не может быть ненужным. Я вырос в Средней Азии, и у нас таджикский язык, он был обязательным в школе. Ты изучаешь не потому, что там это обязаловка какая-то или еще что-то, чтобы ты смог общаться, разговаривать с людьми, с коренным населением данной республики. Соответственно, здесь то же самое. Если язык никому не нужный, он умирает. Тогда, соответственно, умирает при этом вся история, все люди, которые жили и создавали, скажем так, это все, тогда они тоже не нужны, получается, если не нужен язык. Ну, по итоге мы отказываемся от 70% населения Башкортостана, которые владеют и пользуются языком. Поэтому нет, язык нужен, согласен, язык непростой, сложный, просто разработать другую методику. Вот эта методика, да, она мне дается нелегко, но она больше для понимания, чем та, которую давали нам в советское время. Вы затронули два очень интересных момента. Во-первых, язык действительно нужен, его сохранять надо. Вы затронули еще один интересный момент – методика. Советская методика не призывала изучать язык. По советской методике изучался, как правило, язык как иностранный. А что такое иностранный язык? Это значит, вы изучаете сейчас вот по книжке, контакт с носителем языка предвидится вообще в далекой перспективе. Активное использование языка в среде, вообще то ли оно предусмотрено, то ли оно не предусмотрено, да шут его знает. Собственно говоря, башкирский язык никак иностранным назвать нельзя. И к иностранным здесь приравнивать его нельзя. Да, его можно приравнять к иностранным где-нибудь, не знаю, в Соединенных Штатах или в Канаде, или, не знаю, в Польше или еще где-нибудь, где башкирским языком пользуются, ну, если уж пользуются, так крайне редко. Здесь, в Башкортостане, и в соседних регионах, кстати, тоже, в Оренбургской области, откуда я сам происхождением, и в Челябинской, и Курганской областях, где довольно сильная башкирская диаспора, я не могу, у меня язык не поворачивается обозвать этот язык иностранным. Это второй язык, поэтому сейчас даже нет такого курса, вот я знаю западноевропейские, американские методики, нет курса English as a foreign language, английский как иностранный язык. Есть курс English as a second language, английский как второй язык. И популяризуют именно его. Есть, конечно, такие старые методики EFL, английский как иностранный. Но переходят все-таки, учитывая, что страна англоязычная, на методике английский как второй. Ну, я как бы протестант, да? Да-да. Вообще у нас по религии, как начинается вот язык, был такой момент, что построили дворец, называется Бабель. Вавилонская башня. Да-да-да. То есть оттуда начинается все язык, который вот появился в этом мире. Они хотели построить дом, который, дворец, который сразу присоединяет вот это на небо. До Бога. Да. Чтобы сразу прямо можно подниматься и увидеть. Бог создал язык, чтобы они не поняли друг друга. Не могли построить. Создали вот язык, и они не поняли друг друга. К чему я хочу стремиться? Язык – это общение. И от этого общения есть, который объединяет народ. Да. Тем более это выражает вот эти культуры одной нации. Насчет того, что не надо учить башкирский, не надо. Я думаю, что это тех людей, которые узкомысленно так думают. Республика Башкортостан, да? Вы скажете, что 70% говорит башкирский язык. Тем более башкирский язык включается в эти группы, которые тюркские, которые и финские, там все такое, и даже азербайджанский, там что-то, которые все объединяют. И разве это надо бросить? Или не надо изучать? Почему я решил? Это не из-за того, что это как удовольствие, ладно, это уже вследствие. Но я решил, потому что я здесь нахожусь. Мне очень интересно. Я хочу присоединиться со всеми, которые здесь жители Башкирии. Интересно узнать, о чем речь. Тем более я, как бы представитель, вот музыкант из Мадагаскара, я просто прямым смыслом обожаю культуру. А внутри культуры есть язык. Ты тоже из двуязычного государства. Мадагаскар, по моим сведениям, тоже страна двуязычная. Да. Малагасийский и французский обладают равным статусом наподобие башкирского и русского в нашей республике. Как в твоей стране, в твоем государстве обстоит дело с языком? Ну, Малагаси это все говорят абсолютно. Но просто там еще есть немножко маленькую историю, то Мадагаскар тоже это как община, да? То есть вот Россия. Да. А в России еще там много национальностей, да? Да. Например, вот просто в Башкирии, там марийцы, чуваши, вот эти башкиры, татары, все такое разделить. То же самое на Мадагаскар.
То есть общий язык малагасийский как официальный, Да, общий. но не государственный, французский. Вот официальный язык. А там же внутри разделить на 16 наций, которые разговаривают по-своему, тоже уже внутренне. То, что мы изучаем грамматику, вас не тяготит? А как языка без грамматики? Вот совершенно верно. Я просто того же мнения. Знаешь, вот когда сейчас Аладдин и я говорили на башкирском, ты какие-то элементы слов опознавал? Пусть даже не слова, но элементы слов. Да. И ты можешь определить, это глагол, или это существительное, или же это что-то еще? Но сейчас я уже знаю. Сходу сможешь определить уже, да? Да. Республика Казахстан. Там пригласили специалистов из Москвы и подготовили курсы казахский язык за 16 уроков. Специально для русскоязычного населения. И причем Дмитрий Петров сразу настраивает своих учеников. Казахский язык очень прост в изучении. То же самое можно сказать и о башкирском языке. То есть это язык агглютинативный. Все образуется, достаточно выучить форму образования слов, и уже с помощью суффиксов образуются новые виды слов. Конечно, для русского менталитета, который приспособлен мыслить по-другому и воспринимать слова по-другому, мыслить, формировать предложения совершенно иного типа, это может показаться сложным. Однако, в принципе, технология очень проста. В практике оно очень быстро запоминается. Потихонечку слушаю вот башкирский, как разговариваю. Я уже начинаю понять, что вот что-то не то. Я буду исправить их. Знаете, есть в Челябинской области такие башкирские говоры, где говорят не «безден кыздар», множественное число и притяжательный падеж, превращается в том говоре «бехтен кахтар». Вместо «з» произносят «х». Действительно, язык богат тем, что он имеет внутри себя не только литературной формой, но и диалектами. Поэтому исправлять их насильно совершенно не нужно. Просто надо знать, ага, он не так сказал, тебе уже уши режут. Ну а расскажите, пожалуйста, Вячеслав, как люди реагировали на ваш урок? Ой, знаете, вы мне сейчас напомнили очень интересную вещь. Действительно был вопрос от одного из наших телезрителей. Вот вы сказали, что буква «К», все помнят, как она пишется, в слове башкорт она есть, если кто забыл, и имеется только в башкирском языке и была придумана специально для него. А вот в казахском языке ведь есть такая же буква «К», обозначающая приблизительно такой же звук. Как же вы говорите, что она только для него создана? Вот тут ответ мой будет следующим. Уважаемые телезрители, не забываем, что между буквой и звуком есть определенная разница. Буква – это письменный знак, а звук – это то, что мы произносим. Башкирский и казахский «к» – это один звук, который обозначается двумя немножко разными знаками. Казахское «к», наверное, все видели. С таким хвостиком, как вот у нашего «н». Ну, такое же «к» есть, например, в уйгурском языке, в узбекском кириллическом алфавите оно было, в азербайджанском было, не помню. Сейчас есть это, которые это заимствованные слова, картоф, например, да, говорят, да? Из русского языка, которые переходят слова, это, да, космос. Там «к» остается. Да, остается. А остальные все «ч» идет. Я удивился, что когда эпос Урал-Батыр читаю, там есть это самое, очень много слова, которые это есть. Там такие слова есть. Балам тиджан кайгым юк. Бала багрым тиджаннар нитилаха минашу. Вот здесь слово тиджан, буква «дж», звук «дж», там Тиган. есть. Тиган. В этом тиган, теперь она стала тиган. То есть буква «дж», звук «дж» было. В 1941 году было Башкир. Потом есть это Шамсаддин Заки, знаете, что 200 лет назад это писал стихи, суфи. Он говорит, у него есть такой стихи «Булгай булмагай». At hinen astındadır yörgel bu yer, вот yörgel, видите? А там at senin astındadır yörgel, bu yerinden haddin al, nagahan ул at senin astında булгай булмагай. То есть пока ты на коне, скачай до края земли. Откуда тебе знать? Еще раз, ты будешь на коне или нет? Вот красивый стих, да, он говорит, йоргел, то есть буква «Дж», буква «К» арабское слово, и сверху еще черточка, на арабском слове нету буква «Дж». Да. «Дж». Это Нету. специально для Именно башкиры, да, для башкир. Вот эта буква «Дж», да, есть, да, и Шамсаддин Заки есть, и это самое, Урал-Батыр есть буква «Дж». Вот это пишется, это как «Ке», ну, по-другому что-то, да. Да, совершенно. Теперь она исчезла из башкирского языка. Вот я на это что думаю, что буква «Дж» переходила на «К», буква «К» на «Г» переходила, буква «Г» на, вот, который сказал, что «Х», потому что было «Аф» слово, да, это буква, да, «Ха». Правильно? Вот это сегодня «Хаз». Вот она же здесь «Хаз», не «Газ»,
Вот здесь, да? Да, вот они как будто переместились. Вот это для меня это интересно и удивительно. Вот это. Старый консонантизм действительно предполагал наличие и Ч, и Дж, и других звуков, но теперь они просто взяли и выпали. Ничего уже с этим не поделали. У нас с первой передачи уже идет такой вечный спор на тему статуса звука «в». Как по-вашему, каким звуком следует относить вот это «в», которое пишется в слове «ватан», «вакиль», «вакыт» и прочее? Ватан в современном башкирском языке пишется через букву «В». Могу сказать, что до революции в арабской графике это обозначалось буквы «В», «Вау» обозначалось одной буквой. И поэтому там таких споров, наверное, не возникало. 30-е годы была еще и латиница, десятилетий период. А с переходом на новый алфавит возникла эта тема. И так или иначе она будет решена, наверное, филологами. А вам, Вячеслав, стоит доказывать эту позицию уже кому-нибудь из филологов и специалистов. Берем слово «ватан», «салават», правильно, и «вагон» или «вернисаж». Правильно, буква. Вот и мне интересно, что вот правила орфографии есть. Есть правила орфоэпии, да, правильно. Правила писания и правила произношения, правильно? Вакыт пишут вакыт, в, а говорят вав. То есть в одних словах пишут это в одних вав. То есть нарушается правила писания. Вот это орфография нарушается. Знаете, Аладдин Бей, это решается очень простым способом. И так сделали карачаевцы, тоже тюрки. И у них тоже куча арабских слов из-за того, что народ мусульманский. Они просто ввели отдельную букву для этого звука «у» и все. Это полугласный звук. Который урок мы это с вами обсуждаем, Аладдин Бей? Нет, а почему должно быть полугласное слово? Вот я не понимаю. Я знаю, что гласные звуки это А, И, О, У, Э, А, Ü, Э. И согласные, да, Б, В, Г, Д и так далее и прочее, да. А полусогласные и полугласные, она же не должна быть. Дело в том, что язык развивается. Он развивается не сейчас, не сиюминутно, то есть не в течение полугода, который длится этот курс. А, скажем, слово «газета». В 60-е годы было правописание «газета», точно так же писалось. И потом уже с изменением языка в обиходе использовалось больше слова «газет», и сейчас изменились нормы литературного языка, стали использовать слово «газета». Оно уже стало литературной нормой, а не исключением, просторечием, каким было в 60-е годы. То есть, возможно, то, о чем вы говорите, это еще предстоит. Язык будет развиваться, и это уже зависит от нас, от носителей языка. Да, я рад буду. Башкорт телендәге «вау» үне бик үзенчәлекле. Ул латин графикаһында йөргән вакытта айрым бер билдә белән тамгаланган булган. Ләкин рус графикаһы нигезенә күчү сәбәпле рус теленә үзләштерелгән «в» өне менән берлектә уның өчен бер генә тамга калдырылган. Үз вакытында Николай Константинович Дмитриев та был өңгә айрым тамга булдырганда һәйбәт булырын дигән фикер әйтеп калдырган. Әлбәттә, бүген был ике өңгә бер тамга булуы укучыларның башында бераз буталсыклык тудыра, чөнки фонетик анализ вакытында улар «вау» өнен гел ходыңкы дип тикшерергә ярата. Шуңа күрә бүгенге көндә иске латин алфавитында күк был өнесен айрым бер хәреф булганда ла бик һәйбәт булыр иде. Ввести новую букву, например, «в» в башкирском языке, в принципе, никакой сложности не представляет. Другое дело, что людям придется переучиваться. Кул – это рука, яйлык – это который платок, правильно, да? Но почему в башкирском языке вот это, из чего вы взяли вот этот мягкий знак, поставили туда кул? Потому что буква «я» обозначает два звука. Йотированное слово «яулык». И для того, чтобы не утерять звука «й», именно для этого, согласно правилам русской грамматики, ставится
там твердый знак для того, чтобы не пропало это гласное, это согласное «е». Вот правильно вы говорите. Теперь вот вы сами сказали, что буква «я» это состоит из двух звуков. Да, «е», «а». Правильно? «Я». Да? Теперь я, когда открываю этот словарь, ищу слово «ял», да, «ял». Я сначала ищу «е» буква. «Е», «ал», «ял». Не могу найти. Потом, не знаю, день проходит, потом еще, оказывается, есть буква «я», и там написано «ял». «Я», «эл». Два буквы написано, 3 звука, состоит из 3 звуков. Да? Вот если есть буква «е» на башкирском языке, есть и буква «а», для чего нужна буква «я»? Башкорт һәм рус алфавитында я, ю, ё хәрефтәре охшаш хәрефтәр. Ләкин башкортча вариантында ю хәрефе өчен 2 төрле тамга алынган. Әйтәйек, ю калын булса, юрган һүзендә без аны бер хәреф менән тамгалайбыз. Ю нәзик булса, юка һүзендә без аны кушымса аша белдерәбез. Әгәр дә без башкорт телендә я һәм ё хәрефтәре өчен кушымсаларын язуды дөрес итеп исәпләп алсак, минеңчә бу балаларның башында бераз буталсыклык тудырыр. Чөнки рус телендә без уларны бер хәреф белән тамгалана дип үтәбез. Шуңа күрә әлегә бу үзгәртүне максатка ярашлы дип тапмыйм. Звуки «е», «я», «ю» используются преимущественно в начале слова и обозначают они 2 звука. Однако для унификации написания действительно можно ввести еще одну букву «йод», и тогда такие слова, например, как «ель», «ер», «елек», «ямагет», «ян» писались бы единообразно. Но проблема опять в сохранении преемственности традиции. То есть ввести проблем особых нет. Дело в том, что многие языки не переходят на новую орфографию именно по причине желания сохранить традицию, сохранить преемственность. Английская орфография не меняется уже не менее 500-600 лет. Китайцы никак не переходят на буквенное письмо, сохраняя свою иероглифику, именно ради сохранения традиции, преемственности. Эта проблема не только ваша. Проблема такая же стоит перед теми, кто изучает вообще любые языки. Например, английский. В английском слово unfortunately пишется совершенно не так, как произносится. И найти его без знания того состава слова очень сложно в английском словаре. Я уверен, в китайском еще сложнее. То же самое касается и арабского языка. Хотя там каждая буква выделена, каждый звук выделен в отдельную букву. Тем не менее, и там есть тоже свои сложности. И в турецком языке, где прошла реформа турецкого языка в 1928 году, в азербайджанском языке тоже наверняка есть такие слова, тоже есть такие словосочетания, где сочетание букв усложняют несколько изучение языка. Но, однако, не надо видеть это как проблему. Вот, например, в азербайджанском языке пишут «цасыда» «саат». «Саат» пишут «саат». 2 это гласные буквы, это да, смыслные гласные пишут. А башкиры говорят «сагат». Видите, они как легко, они очень правильно сделали торговый словарь. Там написано, что собственные имена Иван. Из итальянского перешел на русский язык. Было Иоанн. А стал Иван. Русские это имя и сделали Иван. Иванушка, Ивашка, белая рубашка. Видите, как красиво это сделали своим. Вот как сагат, например, да? Легко же говорим сагат. А саат тяжело, да. Азербайджан, допустим, не делали это саат. А где есть 2 смыслные гласные, да, все эти слова, это не азербайджанские слова. Уже мы заранее уже знаем. Да? Аладдин Бей, знаете, во-первых, можно пойти еще дальше русских и начать как якуты говорить «уйбаан». Потому что в якутском языке звука «в» тоже нет. Они от него вообще отказались. Что такое Иван? Этот Иван. Они его переделали Иван? и дальше «уйбаан». Слава богу, в Якутии не живет у нас Аладдин Бей, а то бы там он был вообще... Спасибо вам за обсуждение этой прекрасной темы. А теперь зададим вопрос Селестину. Межязыковые аналогии. Ты как человек, владеющий как популярными, так и не слишком сильно распространенными языками, может быть, скажешь, что есть такого общего в фонетике, в лексике, в морфологии, в строении предложения между английским, французским, башкирским и малагасийским языками? Ну, тут, например, да, формирование вот слова. Вот сразу мы сами заметили, например, русский, да, и башкирский, и английский. Например, возьмем пример, да, красная рубашка. На французском
une chemise rouge. Уже меняет формирование. Да, красный в конце. А когда прилагательное, то как раз все как на русском. Кызыл кульдак. Шемис это вот рубашка, руж это вот который красный. И на малагасском то же самое. То есть аканзу мена. Аканзу это как шемис. Шмиз, да. И руж это мена. То же самое на малагасском. То есть вот поэтому малагасский язык и французский язык у нас почти уже как один и то же. Но на английском поменяется. Вот. Уна селестина айтып қара. Шул шмиз ғуж дегені башқұртса несек бола екен? Кызыр көлдек. Все, молодец, я, спасибо. Шуның белән фикерләшүебез тамам. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз. Уна һиңә нисек тоела? Башқұрт теле ауырмы? Ну, честно, нелегко. То, как мы с вами изучаем здесь язык, научило вас как-то по-другому думать? Иногда иду и думаю, как бы я это сказала по-башкирски, а раньше таких мыслей вообще никогда в голове не было. Те друзья, которые знают, и которым даже я не говорил, что участвую в проекте, пишут, звонят, удивляются. У него свой метод, это настолько им понравится, они говорят, что мы теперь будем по его методу будем изучать. Әлбетте, бұл республикалы 60% телді аңлаған бұл тілді сөйлешкен кешелер боларақ, бұл курстардың практик яғылы бек әһәмиятлі, бек мөһим. Һеҙҙең менән ризамын. Рәхмәт үҙҙәрегеҙгә.